Помочь жителям Ингушетии найти хорошую работу, улучшить уровень занятости в регионе. Ключевая цель предстоящей Всероссийской ярмарки трудоустройства, подчеркивает министр труда и занятости. Вопрос трудоустройства населения региона остается одним из наиболее острых. Масштабное мероприятие призвано объединить соискателей и работодателей из приоритетных сфер экономики республики. Будут представлены свыше 11 тысяч вакансий от 16 субъектов Российской Федерации и свыше 250 вакансий, которые представили работодатели республики. Основная цель ярмарки – обеспечить кадрами приоритетные отрасли и региональной экономики, помочь гражданам в трудоустройстве на предприятиях республики, а также за ее пределами, и проинформировать соискателей о перспективных профессиях и карьерных возможностях. Всероссийская ярмарка работы России «Время возможностей» в 2023 году пройдет впервые во всех субъектах страны. Она состоит из двух этапов. Первый региональный в Ингушетии стартует 14 апреля. Площадка трудоустройства будет организована в Центре занятости населения Назрановского района с 9:30 до 14 часов. Созданы условия как в многофункциональном центре, и в связи с тем, что в республике пока нет выставочных центров, мы ограничимся возможностями этого центра занятости. Всего участие в мероприятии примут 20 организаций. Среди выбора вакансий для соискателей будут представлены варианты по различным направлениям, от сферы АПК до производства, от здравоохранения до образования. Министр труда рассказал о крупных предприятиях, участниках и о причинах высокой текучки в ряде из них. Практически все крупные инвестпроекты, которые реализуются в республике в последнее время, будут представлены. Это и швейная фабрика, и обувная фабрика, и сад-гигант, и птицефабрика Южная, швейная фабрика, да, которая нас проставила в последние годы, и буквально за последние 2 года она была реанимирована и начала производство. Основные работники, основной контингент работников на швейной фабрике – это женщины, молодые женщины, находящиеся замужем. В связи с тем, что в стране и в республике, как и повсеместно по стране, введены новые меры социальной поддержки, такие как пособие по уходу за ребенком, сейчас универсальное пособие, которое составляет в идеале 100% прожиточного минимума на ребенка в основном субъекте, не примерно, а точно сумма 13 851 рубль на одного ребенка, то соискательницам, работницам зачастую бывает неинтересно работать на зарплату 25-30 тысяч рублей. Когда в семье 3-4 детей, и не работая, можно получать более 40 тысяч, находясь дома. Но сейчас то мероприятие, которое будет проводиться, оно будет в первую очередь ориентировано на выпускников колледжей, которые как раз по этой профессии отучились, отработали. Всероссийская ярмарка также станет возможностью для повышения своих профессиональных компетенций, прохождения переобучения по востребованной профессии. Посетить площадку смогут выпускники школ вместе с родителями. На мероприятии по поиску вакансий жителям расскажут и о поддержке государства при трудоустройстве или переезде в другой регион страны. Пришедшим помогут подать заявку на обучение в рамках нацпроекта «Демография». Обучение будет проводиться по наиболее востребованным на рынке труда профессиями и абсолютно бесплатно для соискателей. К участию в ярмарке приглашаются не только работающие специалисты и неработающие граждане, но и студенты, школьники и родители. Уровень безработицы в Ингушетии сегодня 9,8%, а еще 2 года назад он составлял более 16%. Достижению хороших показателей способствует открытие новых объектов образования, запуск инвестиционных проектов, развитие промышленности, заводов, сельского хозяйства. Хаджибекир Муталиев уверен, что это мероприятие будет полезно для людей всех возрастов и профессий, выпускников школ и вузов, молодых специалистов, которые начинают свой путь в карьере. На вопрос журналистов, чем будет отличаться этот формат ярмарки вакансий от своих предшественников, отвечает так. На наших республиканских мероприятиях были представлены отдельные субъекты, которые имели интерес для трудоустройства граждан республики в своих субъектах. И количество работодателей не было такое значительное, как будет сейчас. Практически для любого пришедшего соискателя на поиск работы мы сможем оказать услугу по всей территории Российской Федерации благодаря порталу «Работа России». Также мы сможем с 11-16 субъектами по 11 тысяч вакансий, та, которая будет интересна безработному или соискателю на работу, организовать онлайн собеседование с работодателем, задать вопросы, ответить на эти вопросы. В
ходе регионального этапа ярмарки жителям будут помогать с консультацией по трудоустройству, оформлением документов и подготовкой к собеседованию. Также организуют презентации, интерактивные площадки, карьерные мастерские. Второй этап всероссийской ярмарки пройдет 23 июня. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где граждане ознакомятся с наиболее оптимальными и перспективными предложениями работодателей из всех регионов страны. Диана Дударова, Хамзат Халухоев, Новости 24.